الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Дорогие братья, продолжаем с вами изучение суры Лукман. И сегодня мы продолжим с 25-го аята. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Если же ты спросишь их, кто сотворил небеса и землю, они непременно скажут: Аллах. Скажи же: хвала Аллаху, но многие из них, большинство из них не знают, говорит Всевышний Аллах. В данном аяте Аллах Субханаху ва Тааля упоминает положение мушриков, язычников времен пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, которые поклонялись идолам. Больше 300 идолов насчитывалось только в самой Каабе. Было огромное количество тех объектов, которых они возвеличивали, кому поклонялись. Но при этом, наряду со всем этим, они признавали существование Творца, Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, и признавали, что лишь Он является Творцом, Создателем этого мира и всего сущего. И вот здесь Аллах Субханаху ва Тааля говорит: если же ты спросишь у них, то есть у этих язычников, многобожников, кто же сотворил небеса и землю, они непременно скажут: Аллах. Но, как мы из этого аята понимаем, недостаточно лишь признания существования Творца. Важно отрицание любых божеств и предавание сотоварищей этому Творцу Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. То есть недостаточно того, что человек говорит: я верю в Аллаха, я верю в Создателя, верю в Творца, но при этом, если человек предает сотоварищей Творцу своими действиями, своими словами, возвеличивая кого-то, какие-то объекты, ставя их в один ряд с самим Творцом, это не делает человека верующим, не делает его мусульманином. Таково было положение мушриков, язычников времен пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Они признавали, да, говорили, есть Аллах, да, говорили, есть Творец, но наряду с этим они предавали ему сотоварищи, делали ширк, самый большой грех. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: скажи же хвала Аллаху. Скажи хвала Аллаху, Творцу небес и земли. Баль акфарухум ла я'ламун. Но многие из них не разумеют. В продолжении Аллах Субханаху ва Тааля говорит: скажи хвала Аллаху. Здесь идет повеление хвалить Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И что же такое похвала? Мы часто говорим слова «Альхамду лиллях». Каждый раз в намазе, на каждом ракаате мы читаем суру Фатиха, где мы начинаем со словами «Альхамду лиллях», хвала Аллаху. Слово «Альхамд» с арабского языка «похвала» означает описывание того, кого ты хвалишь, совершенными качествами, при этом испытывая любовь и возвеличивая его. Описывание того, кого ты хвалишь, совершенными качествами, при этом испытывая любовь и возвеличивая его. Вот что означает хвала. И Аллах Субханаху ва Тааля, Он тот, который заслуживает похвалу, и хвала лишь Ему принадлежит. И Аллах Субханаху ва Тааля заслуживает похвалу, во-первых, за свои совершенные качества и за свое величие. В этом мире часто люди восхищаются другими творениями.
Восхищаются знаниями одного, говорят, какой же он знающий, хвалят его. Восхищаются физическими данными кого-то, какой же он хороший спортсмен, борец или футболист. Восхищаются какими-то мастерскими качествами. Вот он хороший специалист в таком-то деле. Они хвалят, восхищаются какими-то качествами других людей. Но забывают возвеличивать Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля за Его величие. Да, мы хвалим Его за то, что Всевышний Аллах нам даровал, за Его блага. Но первее этого необходимо возвеличивать, восхвалять Творца за то, каков Он. Ведь какими бы знаниями человека мы не восхищали, здесь тот, чье знание совершенно, и никто не способен с ним сравниться, это Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Какое бы сильное творение не было, и оно не восхищало нас своей силой, есть тот, кто могущественнее и сильнее любого, и с кем никто не сравнится. Сам Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, Творец небес и земли. Таким образом, хвала Аллаху, альхамдулиллах, в первую очередь за то, что Он совершенен, за Его могущество, за Его великие качества. И во-вторых, хвала Аллаха Субханаху ва Тааля подразумевает это благодарность Ему. Благодарность Ему за те блага, которыми Он нас одарил. Как блага, коснувшиеся нас по предопределению, то есть жизнь, здоровье, разум, зрение, слух, семья, имущество, богатство. Это все, что предписал нам Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. За это, несомненно, мы должны благодарить Всевышнего Аллаха. Ведь не будь на то воля Аллаха, человек не способен ничего достичь. И также второе благо, милость Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля – это религия, которую Он ниспослал своим творением. Несмотря на то, какие они творят бесчинства на земле, Аллах Субхану ва Тааля отправил им эту религию, которая указывает им прямой путь. Если в этом мире, заблудившись где-то или оказавшись в незнакомом месте, мы попросим у кого-то направление, путь, и человек нам поможет, укажет на этот путь, в конце пути которого мы достигнем какого-то блага, своего желаемого результата, мы будем благодарны этому человеку, скажем: «Рахмат синга, спасибо». А здесь Аллах Субханаху ва Тааля ниспослал нам откровение, которое разъясняет путь, который приведет человека к счастью не только в этом мире, но и в ахирате. Разве за это не следует благодарить Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля? Но, к сожалению, часто мы это забываем. Часто мы не ценим тот дар, который нам Всевышний Аллах Субхану ва Тааля дал. Это иман, это хидая, это руководство, это прямой путь. Таким образом, Аллах Субхану ва Тааля в этом аяте нам велит хвалить Его за Его совершенное качество, хвалить Его за те блага, дары, милости, которые Он нам оказал, как коснувшиеся нас по Его предопределению, так и коснувшиеся в вопросах религии и руководства. И далее Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Баль акфарухум ля я'ламун», но многие из них не понимают, не знают. Заметьте, вначале Аллах Субхану ва Тааля говорит: если ты у них спросишь, они ответят, что создал все это Аллах. Но затем говорит: но они не знают. Но они же верно ответили на вопрос. Они верно ответили, сказав, что все сущее сотворил Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, но при этом Аллах назвал их незнающими. Аллах Субхану ва Тааля называет их незнающими и приписывает им качество невежества по причине того, что знание их, оно не принесло им пользу. Да, они верно ответили, но что с того? Разве это знание как-то повлияло на их жизнь, как-то их изменило, направило на верный путь? Нет. Следовательно, человеку знание приносит пользу, и человек считается знающим лишь тогда, когда он начинает это знание использовать в жизни. У человека может быть огромный багаж какой-то информации, заученный, зазубренный, но если это никак не влияет на его внешнее поведение, то грош цена его знаниям. Этого человека нельзя назвать знающим. Более того, этот человек, его положение даже хуже человека, который вообще ничего не знает.
как говорят ученые. Потому что человек, который ничего не знает, у него задашь вопрос, он скажет: я не знаю. А другой человек, задашь ему вопрос, который знает ответ, он ответит, но при этом, если он не будет этими знаниями пользоваться, то положение его еще хуже. Так же, как в другом аяте Аллах Субханаху ва Та'аля говорит: «Валя такуну калладина калу сами'на, ва хум ла ясма'ун». И не будьте как те, которые говорят: мы услышали, но при этом они не слышат. То есть они слышат ушами, но они не слышат сердцем эту информацию. У них слух есть, но так как этот слух не приносит им пользу, Аллах Субхану ва Тааля сказал, что они не слышат. И также здесь у них есть ответ на вопрос, информация полученная, но эта информация не приносит им пользу, значит, эти люди не считаются знающими. Аллах говорит: «Баль акthаруhum ла я'ламун», но многие из них не разумеют, не знают. И далее Аллах Субхану ва Тааля продолжает: «Лиллахи ма фис самавати валь арды, инна Аллаха хуваль ганиюль хамид». Аллаху принадлежит все то, что на небесах и на земле, и воистину Аллах богатый, хвалимый. Аллаху принадлежит все, что на небесах и на земле. Абсолютная власть, она лишь у Всевышнего Аллаха. Даже если человеку что-то даровано в этом мире, у нас есть имущество, мы говорим: это мое, чья машина моя, чей телефон мой, твой дом мой, твой ребенок мой, мы говорим. Но фактически мы не являемся владельцами этого. Наша власть, она не абсолютна. Абсолютная власть у Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. То имущество, которое нам даровано, оно даровано Всевышним. Он владеет этим. И, следовательно, раз мы фактически не владеем этим имуществом, а Аллах является властителем, это имущество должно быть использовано, и им следует распоряжаться так, как повелел хозяин имущества, а не то, как мы хотим это делать. Так ведь, например, нам кто-то дает некое имущество воспользоваться, да? Он ставит условия: да, так-то, так-то, так-то используй. И мы не можем им пользоваться так, как мы хотим. Да, ты, например, ребенку даешь что-то, даже говоришь: вот, делай только это, нельзя по-другому это использовать. Или у кого-то в аренду некий инструмент взял, есть определенный порядок действий. Значит, мы имеем право распоряжаться имуществом и тем, что мы владеем, лишь так, как указал на это сам хозяин этого имущества. А здесь же Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Лилляхи ма фис самавати ва ма фил ард». Аль-валь ард. Аллаху принадлежит все, что на небесах и земле. Следовательно, все, что здесь есть, все, чем мы якобы владеем, что у нас есть, мы не можем пользоваться им так, как мы хотим. Это не наше. Мы можем пользоваться им лишь так, как дозволил хозяин, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. И, следовательно, раз Аллах хозяин, властелин всего сущего, и все сущее Он сотворил, Он управляет этим, все является в Его подчинении, покорности и рабстве Ему, значит, лишь Он заслуживает того, чтобы восхвалять Его и обожествлять Его за эти блага. Наша религия предельно проста. Она логична. Мы говорим: «Ля иляха илляллах». Нет божества, нет объекта, который бы заслуживал обожествления, поклонения и преклонения перед Ним, кроме самого Всевышнего Аллаха. Почему мы говорим так? Потому что лишь Аллах является хозяином этого мира, правителем, Господом, Творцом. А все, что помимо Творца, является сотворенным. Есть Творец, есть творение. И как же человек может творение, которое является под властью Творца, ставить на один уровень с Творцом, обожествляя их, выбирая их себе объектами для поклонения? Кто-то обожествляет небесные тела, солнце, звезды. Все это сотворил Всевышний. Кто-то обожествляет животных. Тотемизм есть такое понятие, тотемные животные какие-то есть. Все это сотворил Всевышний. Кто-то обожествляет некие объекты
идолы, созданные из камня, металла, дерева, все это сотворил Всевышний. Кто-то обожествляет явление природы, все это сотворил Всевышний. Так как же можно все это обожествлять, когда оно является творением, вместо того, чтобы благодарить и поклоняться самому Всевышнему? Вот что является основой нашей религии, основой религии ислам. Да, если у кого-то спросят, чему учит религия ислам, мы говорим, религия ислам учит вере в единого Творца и обожествлению лишь Его одного, не предавая Ему сотоварища. Ведь все помимо Творца является сотворенным, и неразумно творение ставить на один уровень с Творцом. Да, и как приходит от наших сподвижников, да, что они говорили, мы призываем людей, мин ибадати аль-ибади иля ибадати раббиль ибад, мы призываем людей уйти от поклонения рабам Всевышнего к поклонению Господу миров. От поклонения рабам к поклонению Господу. Вот к чему учит наша религия. И поэтому Allah говорит, «Лилляхи ма фис самавати валь ард», Аллаху принадлежит все, что на небесах и на земле. «Инна Аллаха хуаль ганиюль хамид», и воистину Аллах является богатым и достохвальным или хвалимым. Аль-Гани, во-первых, это имя Аллаха Субханаху ва Тааля, что означает богатый или тот, кто ни в чем не нуждается. Аллах богат, Его имущество безгранично. И Он тот, кто не нуждается ни в чьей помощи, ни в чьей поддержке. Наоборот, все нуждается в Его помощи. Как Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит, «Я айюхан насу, антумуль фукарау иля Аллахи, валлаху хуаль ганиюль хамид». О люди, вы бедны перед Господом, перед Аллахом. Вы нуждаетесь в Нем. А Аллах же, Он сам богат и достохвальный. Аллах обладает богатством и ни в ком и ни в чем не нуждается. И Он в то же время Аль-Хамид, достохвальный или хвалимый, или тот, кто хвалит также. Аль-Хамид с арабского языка можно переводить как фа'иль, то есть тот, кто хвалит. И Аллах Субханаху ва Тааля хвалит в Коране множество своих рабов, в которых сочетаются определенные качества. Богобоязненность, доброта, щедрость и другие качества. Аллах Субханаху ва Тааля хвалит этих своих рабов. И Аллах Субханаху ва Тааля сам Он является тем, который заслуживает похвалы. Даже если никто не будет Его хвалить, Он все равно будет хвалимым. Каждое имя по отдельности дает смысл. Богатый, достохвальный. И вместе эти два имени, парные имена, они дают добавочный смысл, который означает, что Аллах Субханаху ва Тааля богат, и Он тот, кто заслуживает похвалы за свое богатство. Ведь часто в жизни бывает, обладающий богатством, он не всегда заслуживает похвалы. Почему? Потому что он скуп, потому что он жаден, и ни с кем он не делится этим богатством. Никто его не будет хвалить, никто не будет его благодарить. А значит, раз Аллах Субхану Тааля богат и хвалимый, значит, Он, Аллах Субхану ва Тааля, тот, который эти дары, свои богатства одаряет свои творения. Он одаряет своим творением. Эти дары мы даже не способны сосчитать. Как в следующем аяте Аллах Субхану ва Тааля напоминает нам об этом. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Аллах Субхану ва Тааля говорит, если бы, говорит, все деревья, которые на земле стали письменными перьями, тростью, а моря и столько же морей в 7 раз стали чернилами, то слова Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, они не иссякли бы, говорит Аллах. Говорит. Если бы все деревья, которые на земле, миллиарды деревьев, из них сделать карандаши для письма, сколько их будет? И все моря в 7 раз увеличенные станут чернилами, и все это будет использовано для записывания величия Всевышнего Аллаха, Его совершенных качеств, и также
Его слов, Его действий, Его творения, оно никогда не иссякнет. Смотрите, какое немыслимое сравнение передает Аллах Субхану ва Тааля. Эти сравнения, они заставляют задуматься. Они заставляют задуматься действительно. Только представить, даже в парке вот у нас, да, сколько деревьев. Сколько можно из этих деревьев сделать карандашей, трости для письма? Не сосчитать просто. И взять какую-нибудь даже реку Каму, если все это было бы чернилами. Сколько человеческих жизней уйдет для того, чтобы эти чернила расписать, иссякнуть, чтобы их закончить? А если моря, и в 7 раз приумноженные моря, не иссякнут слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Его величие, оно немыслимо. Его совершенство, оно невообразимо. Мы не способны объять Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля своим умом, своим разумом, своими знаниями. И Его слова, они не иссякнут. То есть какие слова? Слова творения. Аллах Субхану ва Тааля, Он постоянно в этом мире распоряжается, творит, что-то говорит. Как Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Иннама амруху ида арада шай'ан ан якуля лаху кун фаякун». Воистину Его воля такова, что если Он что-то пожелает, Он скажет: «Будь», и оно сбудется. Аллах Субхану ва Тааля одних возвышает, других принижает. Одних обогащает, у других забирает имущество. Одним дарует исцеление, у других забирает жизни. Аллах Субхану ва Тааля постоянно «Кулля яумин хуа фи ша'н», каждый день Он в заботах. И Его действия, Его слова, они неисчерпаемы. Аллах Субхану ва Тааля совершенен. «Инна Аллаха азизун хаким». Воистину Аллах, Он могущественный, и Он мудрый. Могущество Его неоспоримо. Сила Его непоколебима, и никто не способен одолеть Его. И все Его могущество и сила, оно сопряжено с Его мудростью. Следовательно, что бы Он ни делал, это исходит из Его мудрости. О мудрости мы уже говорили, что это такое. Мудрость — это умение ставить вещи на свои места. И Аллах Субхану ва Тааля Аль-Хаким, мы говорили, Он тот, который обладает мудростью, и тот, который обладает хукм, властью, распоряжается всем этим. Таким образом, Аллах Субхану ва Тааля в этом мире распоряжается. В этом мире Он что-то повелевает, что-то делает, и делает Он это по своей мудрости. Субханаллах. И последний аят Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ма халкукум ва ла ба'thукум илля ка нафси вахида, инна Аллаха сами'ун басир». Аллах Субхану ва Тааля продолжает нам сообщать о Своем величии. Он говорит: ваше творение и ваше воскрешение, оно все равно, что творение и воскрешение одной души, говорит. Сотворение всех людей, миллиардов людей, которые есть в этом мире, которые жили, которые будут, и воскрешение их вновь после смерти, Аллаху Субханаху ва Тааля, Ему все равно. Это одинаково для Него, что одного человека создать и воскресить заново. То есть Аллаху Субханаху ва Тааля нет абсолютно никакой трудности и сложности. Это в нашем понимании сделать что-то одно, оно легче, чем сделать что-то большее. Построить один дом – это легче, чем построить сотню домов. Выучить одну страницу – это легче, чем выучить сотню страниц. Аллах Субханаху ва Тааля, перед Ним нет понятия легче или сложнее. Для Него все одинаково. Он лишь говорит «будь», и оно сбудется. Аллах Субхану ва Тааля сказал «будь» и сотворил миллиарды людей. Он скажет «будь» и воскресит всех людей заново. Для Него нет ничего невозможного, ничего сложного. И Аллах Субхану ва Тааля сами'ун басир, всевидящий и всеслышащий. Он слышит как слова, произносимые одним человеком, также слышит слова, произносимые миллиардами людьми на планете Земля, одновременно на разных языках, с различным тоном, различным
громкостью, кто-то шепотом, кто-то кричит. Все это Аллах Субханаху ва Тааля слышит и отвечает на мольбы своих творений. И Он басир, Он всевидящий, Он видит, как одного человека ясным днем на открытой местности, так как и все творения на земле, вне зависимости, где бы они ни находились. Днем, ночью, на поверхности земли, под землей, под водой, разницы Аллаха Субханаху ва Тааля нет никакой. Ведь Он совершенен, и нет предела Его возможностей. Субханаллах. На этом мы, дорогие братья, завершим. Субханак Аллаху ва бихамдик. Ашхаду ан ла иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. الله أكبر الله أكبر الله